В Джайрахском районе Ингушетии полным ходом идет добыча уникального строительного материала – доломитового камня. Именно его спустя века вновь используют для реставрации средневековых башенных комплексов визитной карточки горной Ингушетии. Этот масштабный благотворительный проект реализуется по инициативе и на средства известного предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева в рамках договоренностей с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Карьер Фуртовский-2 был официально открыт 4 месяца назад. Его создание – это стратегический шаг, который позволит обеспечить стройматериалами масштабную программу восстановления исторического наследия и даст мощный импульс для экономического развития республики. В 2025 году, 15 апреля, был открыт карьер. Для чего это вообще было сделано? Как многие жители республики знают, в горной части Ингушетии за счет средств благотворительного фонда «Возрождение» идут реставрационные работы по восстановлению башенных комплексов. Башни, храмы, склепы. И в один момент мы столкнулись с проблемой, была острая нехватка камня. Я доложил об этом президенту группы «Сафмар» Микаилу Савабековичу Гуцериеву, на что он дал распоряжение. Если нет камня, его не хватает, значит нужно открывать свой карьер, чтобы работа у нас не приостанавливалась. Вот с такой целью изначально был открыт карьер. На торжественной церемонии открытия еще в апреле текущего года отметили, что проект создания карьера по добыче камня был задуман и в полном объеме профинансирован президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. Производство собственного сырья для строительства позволит наполнить рынок стройматериалами по доступным ценам, создать новые рабочие места и обеспечить благоприятные условия для экономического пространства республики. Впрочем, это мы и видим сегодня на деле. Первая важность, это, еще раз повторюсь, это наши башни. Благодаря этому карьеру мы их восстановим. Программа за 10 лет пройти всю горную часть и восстановить все башни, храмы, склепы, стелы восстановить. И это важно, без той карьеры мы бы это не смогли сделать. Второе, то, что вы спрашиваете, экономически. Но этот же камень можно завтра, из него сделать брусчатку, можно сделать облицовочный какой-то материал на фасады здания, на цокольные этажи. То есть мы найдем очень много мест, куда можно его применить. Тот же там щебень какой-то мелкий, песок, вот это можно будет куда-то реализовывать. Плюс это ведь дополнительные рабочие места, правильно? Это и новые специалисты. Совершенно верно, да. Здесь уже сегодня работает десятки человек. В дальнейшем с увеличением производства, естественно, будет увеличение рабочих мест. Сам карьер не простаивает. То есть у нас идет и реализация. Есть надобность непосредственно этого камня. Весь камень, который сегодня добывается, уходит на горную часть, на реставрацию и восстановление наших башен. И есть планы в дальнейшем еще приобрести технику и расширить производство. Геологи подтверждают, доломитизированный известняк из этого месторождения материал исключительный. Он обладает повышенной прочностью, твердостью и плотным кристаллическим строением. Не случайно именно его выбрали для строительства башен наши предки. Камень, добываемый здесь, максимально приближен по составу и структуре к историческому, что гарантирует не визуальную, а глубинную, подлинную реставрацию. В общих объемах на сегодняшний день за 4 месяца у нас добыто и реализовано более чем 2000 кубометров. Основными поставщиками у нас являются и заказчиками являются у нас башенные комплексы, то есть подрядчики, которые участвуют в восстановительных работах. В дальнейшем, конечно, мы рассматриваем перспективу для производства других продукций. Данный строительный материал, ввиду того, что мы сегодня его добываем именно таким способом, как гидромолот, с применением гидромолота, да, и в основном применяется именно как укладчатый камень, бутовочный камень. Как я и сказал ранее, камни используются для восстановительных работ башенных комплексов, но также его применяют, у нас есть уже заказы, применяют его на низменности для реализации проектов, таких как домостроение, таких как восстановление и постройка мечетей. Уже были заказы с Сунжского района, с Нестеровки, с Изми, рядом находящиеся поселения. Поэтому в основном пока что цикл у нас добычи и реализации заточен на сам бутовочный, так называемый, кладчатый камень. Эксплуатацию объекта на участке площадью 9 гектаров осуществляет фирма «Ларт».
Запасы пригодного к добыче камня здесь колоссальные, почти 2 миллиона кубических метров. Это позволит полностью отказаться от закупок материалов в других регионах. Уже сейчас здесь обустроен и уже 4 месяца функционирует полноценный производственный городок. И закуплена вся необходимая спецтехника. В будущем планируется производство своего конечного продукта, что позволит выйти на новые рынки и обеспечить регион высококлассной, но уже родной продукцией. В дальнейшем будем, конечно, рассматривать возможность выходить на конечную продукцию в виде производства плитки, брусчатки, плитки цокольной, плитки фасадной, колотого брусчатчатого камня. И, конечно же, если будут возможности, будем рассматривать возможность производства гиперпрессованного кирпича. Если говорить про гиперпрессованный кирпич, то можно вкратце сказать, что данный кирпич в принципе не требует больших инвестиционных затрат. Само производство в принципе несложное и не трудозатратное. Но по итогу у нас выходит четкий гиперпрессованный кирпич, который имеет свойства, если сравнивать с аналогами, по крепости, по прочности, начиная от 150 марки и со временем доходящая марка до 300-350 марки. Свойства данные происходят за счет того, что как раз таки та доломитизированная мука, которую мы можем также производить при наличии оборудования, она имеет свойство то, что со временем и с циклами она только крепчает. Поэтому в кирпичи можно производить как полнотелые, пустотелые, формы, имеющиеся как карнизные, угловые. Поэтому возможности широкие, и применять его можно во многих местах, и цветовая гамма позволяет решать любой дизайнерский интерес, вкус, как это пожелает заказчик. Из нашего на сегодняшний день даже камня, который мы добываем, мы можем производить при наличии, опять-таки же, дополнительных инвестиций. Мы можем производить и выпускать, допустим, это у нас не шлифованный образец фасадной плитки. И есть образец, который уже имеет шлифованную форму. Если посмотреть на данные плитки, то шлифованный камень у нас приобретает форму, которая не требует уже дополнительной обработки в виде гидрофобной обработки. Имеет качественную, красивую структуру, по свойствам и морозостойкости превышает многие аналоги, что в принципе дает возможность массово и широко применять в разных реализациях проектов. Основной объем добытого камня направлен подрядным организациям, работающим над восстановлением башенных комплексов, которые также финансирует Микаил Гуцериев. При этом часть продукции реализовывается на коммерческой основе частным клиентам и юридическим лицам, что, конечно, делает высококачественный местный материал более доступным. Как отметил Микаил Гуцериев, речь идет не просто о добыче доломита, а о восстановлении живой нити истории ингушского зодчества. Возрожденные башни должны стать не просто декорациями, а символом устойчивости, мудрости и красоты, связывающим поколения. Я верю, что возрожденные башни станут символом устойчивости, мудрости и красоты, которыми всегда славился ингушский народ. Открытие карьера в Джайрахском районе знаменует очередной важный этап программы, другими частями которой, кроме непосредственно восстановительных работ, являются в частности паспортизация объектов культурного наследия Горной Ингушетии. Речь идет не просто о доломите как строительном материале, а о живой нити истории ингушского зодчества, соединяющей поколения. Камень, который будет здесь добываться, максимально приближен по составу и структуре к тому, из которого были возведены средневековые башенные комплексы Ингушетии. Это значит, что восстановление будет не только визуально достоверным, но и глубоким по сути. Мы воссоздаем не декорации, а настоящее прошлое. Это наш общий вклад в будущее, построенное на уважении к великому прошлому. Таким образом, карьер Фуртовский-2 – это не только решение практической задачи по обеспечению реставрации стройматериалами, но и многогранный проект, укрепляющий экономику, создающий и сохраняющий культурный код Ингушетии. В этом и кроется задумка президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.